Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. У нас с вами сегодня урок номер 7. Тема урока «Такие разные птицы». Сегодня на уроке вы научитесь понимать содержание коротких текстов, различать в речи и текстах слова действия. Познакомьтесь с информацией. Птицы – это животные, которые появляются из яиц. Все птицы имеют перья и клюв. Они летают, добывают пищу, высиживают яйца, выращивают птенцов. Осенью многие птицы улетают в теплые края. Другие птицы остаются зимовать. Птицы бывают разные. Есть дикие птицы, домашние птицы. Среди домашних птиц вам всем известно это куры, утки, гуси, голуби. Среди диких птиц есть очень много птиц нелетающих. Среди них вам известно это страус, пингвин, павлин. Ребята, вы хотите узнать информацию о самых необычных птицах? Самые-самые птицы. Прослушайте, пожалуйста. Самая крупная птица – это страус. Рост страуса доходит до 2,75 метров. То есть страусы вырастают до самого потолка. Вес доходит до 456 килограммов. Столько вместе весят 5 взрослых людей. Самая маленькая птица – это пчелиный колибри. Рост его всего лишь 5,7 сантиметров. Это чуть больше спичечного коробка. Вес 1,6 грамма. То есть пчелиный колибри легче монетки в 10 копеек. Самые большие глаза у страуса. У него самые большие глаза среди сухопутных животных. Его глаза до 5 сантиметров в диаметре, как кулачок ребенка. Посмотри на свой кулачок. Вот такого размера глаза у страуса. Самая разговорчивая птица – серый попугай. Серый попугай Жако знает 800 слов. Он может без умолку разговаривать 5 минут и ни разу не повториться. Самая долгоживущая птица – это большой желтохохлый какаду. Его продолжительность жизни в неволе составляет более 80 лет. Ему больше лет, чем твоим бабушке и дедушке. Летает выше всех. Гриф рюпеля. Его видели на высоте более 11 километров. На такую высоту может подняться не каждый самолет. Летает быстрее всех сапсан. Он летает со скоростью до 300 километров в час. В его честь даже назвали высокоскоростной электропоезд. Самая быстрая птица на суше – это страус. Он может бегать со скоростью до 72 километров в час, как автомобиль. Самая зоркая птица. И снова сапсан. Он может увидеть голубя на расстоянии более 8 километров. Когда будешь гулять на улице, посмотри на самолет, летящий в небе. Вот именно с такой высоты сапсан может увидеть голубя. А мы даже большой самолет видим как маленькую точку. Самая тяжелая летающая птица – это дрофа. Ее масса 18-19 килограмм. Столько же весят 5 кирпичей. Самый большой размах крыльев у странствующего альбатроса. Размах его крыльев составляет 3,6 метров. Попробуйте составить цепочку такой длины, взявшись за руки. Самая высокая скорость в воде у папуанского пингвина.
Его скорость в воде составляет 36 км в час. Надеюсь, ребята, вам эта информация пригодится. А теперь давайте с вами прочитаем небольшой текст. Беркут– это самая большая и гордая птица. У него зоркий глаз и острые когти. Беркут очень хороший охотник. Беркут занесен в Красную книгу. Беркутов надо беречь. На государственном флаге Республики Казахстан изображен золотой беркут как символ свободы и мощи. Ответьте, ребята, на такой вопрос. Где изображен золотой беркут? Правильный ответ. Золотой беркут изображен на государственном флаге Республики Казахстан. Что символизирует беркут? Правильный ответ. Беркут – это символ свободы и мощи. Прослушайте, ребята, небольшой рассказ. Мальчик осенью хотел разорить гнездо ласточки. «Не разоряй гнездо», — сказал мальчику отец. «Весной ласточка опять прилетит. Она будет искать свой домик». Мальчик послушался отца. Весной прилетели две ласточки к своему гнезду. Они поправили свое гнездышко, и скоро в нем появились маленькие птенцы. Мальчику очень нравилось наблюдать за веселыми птичками. Он был очень рад, что не разорил гнездышко. Однажды папа рассказал сыну о том, что ласточки всегда находят дорогу к своему гнезду, пролетая тысячи километров. Ребята, в этом рассказе вам встретилось слово «разорил». Что оно означает? Разорил – это сломал, уничтожил. Этот рассказ чему учит? Этот рассказ учит нас тому, что нельзя уничтожать гнезда птиц. Нельзя разорять гнезда, ведь птицы – это наши друзья. Они приносят человеку пользу. Ребята, посмотрите на эту таблицу и давайте вспомним, что глагол имеет 3 времени. Прошедшее время, настоящее, будущее. Прошедшее время означает, что действие происходило вчера, когда-то. И глагол в прошедшем времени отвечает на вопросы «что делал», «что сделал». Глаголы настоящего времени отвечают на вопрос «что делает» и означают действие, которое происходит сегодня, сейчас. Глаголы будущего времени отвечают на вопросы «что будет делать», «что сделает», обозначают действие, которое произойдет когда-то, завтра. А сейчас давайте поможем зайчику разобраться со словами. Даны глаголы в прошедшем времени. Мы должны их поставить в настоящем времени и будущем времени. Как будет глагол «смотреть», «смотрел» в настоящем времени? Что делал, смотрел? Что делает, смотрит? Что будет делать? Что сделает? Посмотрит. Что делал? Рассказал. Что делает? Рассказывает. Что сделает? Расскажет. Что делал? Говорил. Что делает? Говорит. Что сделает? Поговорит. Читал. Что делает? Читает. Что сделает? Прочитает. Что делал? Рисовал. Что делает? Рисует. Что сделает? Нарисует. Звонил. Что делает? Звонит. Что сделает? Позвонит. А сейчас, ребята, самостоятельная работа. Дополни предложение. Надо ставить пропущенные слова в предложении. На какие вопросы отвечают вставленные слова. На этом наш с вами урок закончен, ребята. До свидания, до новых встреч.